Добрый вечер, уважаемые граждане. В эфире программа «Гунмаек». Ее ведущий Эрмек Куренкеев. В живописном районе Кыргызстана, недалеко от Каракола, планируется строительство уникального туристического кластера, который станет крупнейшим горнолыжным курортом Центральной Азии. Новый проект, расположенный на побережье Иссык-Куля, включает в себя создание современных отелей, коттеджных комплексов, развлекательных центров, ресторанов и магазинов. Сегодня мы поговорим о будущем проекте курорта Алатау Резорт. У нас сегодня в гостях директор государственного предприятия Алатау Резорт Жарканбек Масутов. Добро пожаловать, уважаемые. Спасибо. Многим нашим телезрителям, наверное, интересно, что за проект туристический, из чего будет состоять этот курорт Алатау Резорт. Можете подробно рассказать? Да. Здравствуйте. В каких местах? Да. Да. Это находится в Иссык-Кульской области, в Аксуйском районе. Алатау Резорт. Что такое проект Алатау Резорт? Это 3 городка, 3 туристических городка, который будет функционировать 4 сезона. О каких именно местах будет рассказывать? Там 3, по-моему, да? Да, 3. Джиргалан, Акбулак и Бозучук. Мы сейчас начали строительство первого, это городка Джиргалан. Вот недавно, вы, наверное, слышали, мы объявили аукцион на строительство гостиниц. В общем, мы объявили аукцион на 49 лотов. Так. Там 5-звездочные, 4-звездочные, 3- и 2-звездочные, там этногородки есть, там спа есть, там магазины, там кафе, рестораны. Там было подчеркнуто, что данный курорт Алатау Резорт будет всесезонным, да? Да. Зимой, летом, имеется в виду. Да. Вот зимой, естественно, там будут лыжи и так далее. А вот летом какие будут предусмотрены? Летом у нас там, во-первых, очень красивая погода. Я ошибся, очень красивая природа. И там камзолечение есть. То есть, да, пешие походы, велоспорт. Конные прогулки, да? Конные прогулки. Летом тоже там, на данный момент тоже очень много туристов посещают именно там. Вот расскажите, пожалуйста, там Джиргалан, Акбулак и Бозучук. Да. Вот в каждом из 3 что именно предполагается строительство? Подробно расскажите, пожалуйста. Вот уникальность проекта Джиргалан — это для всех типов, для всех туристов. Там есть, я подчеркну, там, начиная с этногородка, есть до 5-звездочных отелей. Акбулак — это предназначен для любителей экстремальных видов спорта. Зимних? Зимних и летних. Летних тоже. Да, и летних. Там будет 4-звездочные, 3-звездочные, альп-лагеры будет. А вот Бозучук предназначен именно для семейного отдыха. Разница в этом. Скажите, пожалуйста, вот сейчас на данный момент там идут строительные работы, какие на какой стадии, что предполагается, инфраструктурные проекты, там, другие, там, например, электричество и так далее. Вот, согласно генеральному плану, вот утвержденный генеральный план, это генеральный план разработан европейскими специалистами и утвержден нашим Министерством строительства. По генеральному плану все коммуникации, это дороги, это электроэнергия, это питьевая вода, это очистительное сооружение, будут финансированы за счет республиканского бюджета. В данный момент строительство 4-полосной дороги ведутся Министерством транспорта. Помимо этого, Министерством энергетики уже ведутся строительство
электроснабжения. В данный момент ведется проектирование очистного сооружения и питьевой воды. Я думаю, через месяц начнется уже строительство. То есть питьевая этих, вода вы будете брать как бы речки, да? Да, там родники. Родники есть, да? От родников, да. Помимо этого, мы заключили договор с компанией Doppelmayr. Это номер один во всем мире. Это австрийская компания. Австрийская компания Doppelmayr. На строительство канатной дороги. В данный момент строительство началось. И по контракту они обязаны завершить строительство. А сколько канатных дорог будет? Там 2 канатки общей протяженности 4 километра. Это в каких местах именно будет? В Джергалане. Джергалане, Вот, да? в Джергалане, да, вот по генеральному плану. Вот. 4 километра общего. 4 километра они должны завершить в июле в следующем году. Можно сказать, в следующем году, в ноябре, мы можем принять первых туристов. А вот по предположению, сколько туристов могут принять именно вот этот курорт, Алатау Резорт, за сезон, например? За сезон мы планируем до 2 миллионов туристов принимать. Это получается круглый год, да? Круглый год, да. А скажите, пожалуйста, в чем уникальность и в чем особенность именно вот Алатау Резорт по сравнению с другими курортами, не то что в Кыргызстане, но и в нашем регионе Центральноазиатском? В Центральной Азии уникальность – это 6 месяцев зимы, протяженность зимы, так сказать. И за счет искусственного снижения мы планируем этот 6 месяцев продлить до 7 месяцев. Это в Центральной Азии, если взять, например, Узбекистан и Казахстан, у них функционирует 2,5 месяца или 3 месяца. То есть у нас зима подольше, и за счет искусственного снижения мы хотим до 7 месяцев продлить лыжный сезон только. И помимо этого, лыжные трассы самые длинные, мы планируем, вот в самом Джергалане только планируется 120 километров лыжных трасс. 120. Это по сравнению, если взять у соседей, у Казахстана и Узбекистана, у них около 40 километров. А у нас только в Джергалане планируется 120 километров лыжных трасс. А если Бозучугах-Плак взять, то в общей сложности мы планируем построить более 250 километров лыжных трасс. Уникальность, во-первых, в этом. Во-вторых, уникальность – это 4 сезонности. 4 сезона будет функционировать. Вот турист может охватить в один день 2 сезона. То есть в мае искупаться на озере, и в то же время проехать 65 километров и покататься на лыжах. То есть это возможно, да? Да, это возможно. Это вполне возможно. Кстати, вот будет ли учтены, например, помимо лыжи, катания лыж, там другие виды спорта, например, есть скейтбординг, там есть другие вот олимпийские виды спорта, которые зимние имеются в виду. Вот будут ли вот учтены именно эти тоже направления, чтобы люди тоже приходили и как бы отдыхали и повышали свои вот навыки? Да, конечно. Мы вот генеральный план, я показывал вам, это составлен европейскими специалистами, и мы планируем построить туристический городок мирового значения. То есть мы в ближайшем будущем планируем провести здесь Азиаду, потом со временем, может быть, Олимпиаду. Я это говорю почему? Потому что и лыжные трассы, и трамплины, кстати. Да, все там будет. Лыжные трассы будут конькобежные, да? Да, мирового стандарта. Это задание нашего президента – построить туристический комплекс мирового масштаба. И поэтому не зря мы выбрали
Doppelmayr компанию, австрийская компания. Doppelmayr компания последние 30 лет строил везде, где проходила Олимпиада. То есть, где проходила Олимпиада, там доппельмайеровские канатки стоят. А вот до строительства вы, наверное, тоже, посещали европейские такие объекты, Да. там вот, наподобие этих, которые принимали Олимпиады, крупные международные соревнования спортивные, да? А вот, было же учтено, например, какие-то вот особенности вот именно этих объектов в будущем строительстве Алатау Резорт? Да, конечно. Вот мы вместе с специалистами Госстроя побывали в нескольких местах мирового значения. И одно из них курорт Куршавель. Это во Франции. Да, Да, во знаменитый. Франции, да? Там тоже, да. Мы посмотрели, изучили, и у них что-то взяли, а других что-то взяли. И в итоге у нас получилось вот такой вот генеральный план. Получается, будущий Алатау Резорт — это будущий Куршавель Центральной Азии, да? Или вообще всей Азии, наверное? Да, это самый масштабный, самый, скажем, самый большой туристический городок в данный момент в Азии. Чтобы принять, как вы говорите, миллионы туристов, надо когда создать, вот, помимо инфраструктурных объектов, и условия для туристов. Да? Вот, допустим, местечко находится вот, в 65 километрах от Каракола, рядом находится селение, да, Джиргалан, там другие. Как будет учтено, например, вот, жители, конечно, они рады, что у них появится дополнительный источник заработка, то есть туризм и так далее. Вот, что будет делать, например, Алатау Резорт в отношении вот, местных жителей? Будет ли привлекать их к работе или какие-то вот другие моменты? Да, в самом курортах, это Джиргалан, Акбулак, Бозучук, мы рассчитываем открыть рабочие места до 5000 человек в самом курорте. Помимо этого, где-то занятость населения будут где-то 1500-2 тысячи человек. Это таксисты, скажем, местные бизнесмены, малый бизнес этот будет. И это налоги, во-первых, это налоги республиканского и местных бюджетов. Это вот по заданию нашего президента, уважаемого Садыра Нургожоевича, мы уже утвердили план развития ближайших сел. То есть не только будет строиться Джиргалан, Бозучук или Акбулак. Есть ближайшие села, и развитие их уже заложено, уже есть в нашей программе. Помимо этого, как вы сказали, это дороги, самое главное, это 65 километров дорог, 4-полосные, уже началось строительство Минтрансом. А будут ли, например, там же будут рестораны, магазины, а будут ли закупаться, например, экологически чистые продукты у местных жителей для того, чтобы вот, обслуживать туристов? Да, будут. Мы вместе с Министерством сельского хозяйства уже провели слушания несколько раз по стандартизации. И вот, например, эти отели, эти рестораны, эти кафе, которые будут строиться, они не будут же покупать из Европы, из дальних стран. У нас продукты гораздо, скажем, дешевле и натуральные. Да. То есть это будет товары будут покупать местных Жителей, дикан, да. Местных крестьян, да? Местных крестьян. Это мясо, молоко, картошка. Вот. Вот Все вы продукты. вначале сказали, что государственным агентством было как бы на аукцион выставлен 49 лотов, да? Да. Вот конкретно расскажите, что за лоты?
Если вот так покажу, видно будет. Вот, как вы видите, основной пятизвездочный отель. Это основная, да? Основная, да, пятизвездочная, это, Вы можете, вы можете вот так на камеру, да, да, показать? вот. Вот так, да, вот так. Основная пятизвездочная, Так. пятизвездочная. Вот этногородки, это Бозуй, 40 Бозуев, срубы, Что за срубы? срубы, двухэтажные гостиничные срубы, дома из срубов, пятизвездочные отели, маленькие, четырехзвездочные, двухзвездочные апартаменты и трехзвездочные. Помимо этого у нас будет зимой каток. Для искусственного снижения вот эти озера будут использоваться. Помимо этого административные Здание, да? здания, да, пожарное отделение, отделение милиции, больницы, все предусмотрено. Магазины, рестораны, вот, рестораны, спа-комплексы. А как будет идти вообще процедура именно аукциона? Процедура аукциона мы с 15 по 18 июля будем проводить аукцион. Для участия необходимо взять электронный ключ. Помимо этого должны оплатить гарантийный взнос. Это 10% от стоимости, от первоначальной стоимости объекта. Аукцион будет проводиться онлайн, открытым, всем Прозрачно, будет да? доступ, прозрачно. Да. Специальная комиссия создана. В комиссии все государственные, соответствующие государственные органы и министерства и ведомства. А вот в аукционах могут участвовать не наши граждане, помимо этого, например, иностранных граждан тоже могут участвовать? Да. Нашим гражданам мы даем землю, если он выиграет, под Красную книгу, под собственность, а иностранцам на 49 лет. То есть они в течение 49 лет должны как бы вложиться и Да. так далее, да? Да. Вот. Вы сказали, там будут учтены вот места для магазинов, для гостиниц, гостиницы разных звезд, да, получается, от 2 до 5 звездочных. да. А вот 5-звездочные гостиницы у нас в Кыргызстане редко же, ну, вот при строительстве будут ли, например, учтены все международные требования, вот какие-то вот экологические, в том числе, требования? Да. Как я сказал ранее, мы планируем построить городок мирового стандарта. При проектировании все, что необходимо, учтено. Ну, этот объект, курорт же находится вот в горных местностях, там Да. же плюс еще в первую очередь надо соблюсти экологические нормы, то есть рядом находятся и озера, реки, животные, в том числе краснокнижные, да, это тоже, наверное, да, вы учтили? Да. При строительстве минимум при строительстве мы будем соблюдать все нормы и минимум воздействия на окружающую среду. При строительстве наши экологи будут сопровождать весь процесс строительства. Еще раз скажите, пожалуйста, вот, курорт начался когда и когда вы планируете закончить полностью вот, строительство, чтобы полностью уже обеспечить туристов вот, именно качественным отдыхом? Госпредприятие Алатау Резорт было создано в прошлом году, в июле месяце. Вот уже год, как мы работаем. Весь этот год мы занимались процессом подготовки. В этом году началось строительство инфраструктуры. Уже началось, ведутся. Это дороги, электроэнергия, проектирование. И мы вот планируем провести аукцион с 15 по 18 июля. И самое главное, да, в этом году. И как самое главное, помимо проекта,
государство берет на себя все разрешительные документы. То есть инвестор не будет бегать за разрешительным документом по инстанциям, соответствующим министерствам. Да. То есть они заключили договор, вот, например, сегодня с нами заключили, а завтра идет и можно начинать строительство. Это очень хорошие Да. условия, да, получается? Условия очень хорошие. Вы говорите, вот в середине июля начнется, да? Да. Аукцион. До аукциона вот есть какие-то вот заинтересованные лица, которые обращаются к вам? Да, на сегодняшний день очень много звонков от наших граждан, от зарубежных. Вот поэтому мы решили 3-4 июля показать местность, кому интересен. То есть мы приглашаем потенциальных инвесторов на месте строительства городка. Я сам там буду презентацию делать, показывать, и проекты покажем, и как раз будет возможность увидеть, где планируется стройка городка Джиргалан, Бозучук и Акбулак. И еще такой вопрос. Конечные сроки. Когда вы закончите все это? Когда можно уже туристам... Джиргалан? Да. Вот Городок Джиргалан, да. Вот не только городок Джиргалан, но и полностью. Полностью весь проект мы планируем закончить в течение 6 лет. Первый Джиргалан, да, получается? Первый Джиргалан. Да. Джиргалан вы заканчиваете? Джиргалан мы планируем закончить в течение 2 лет. А вот как я говорил, тут же есть этногородки, Да. там Бозуи, да, и небольшие там домики из срубов. Они могут закончить в течение 2 месяцев. Я скажу, в следующем году, в июле месяце по контракту компания Доппельмайер должен закончить нам вот 4 километра канатной дороги. То есть можно использовать, да? Да, то есть мы в следующем году, где-то в ноябре месяце, готовы принять первого туриста. А вот вы говорите, искусственный снег еще на месяц будет продлевать, да? А вот искусственный снег, как в Европе, будете по вот, специальным оборудованием использовать, да? Да. Вот, вот по проекту, вот, генплану, вы видите озеро для искусственного оснежения, где будет браться вода. Спасибо вам большое за такую подробную информацию. Мы желаем вам успехов в вашей работе. Надеюсь, что за запланированный период вы закончите все работы, и наши отечественные, не только отечественные, но и иностранные туристы будут отдыхать именно в Алатау Резорт. И, как вы сами говорите, что в ближайшем будущем здесь будут проводиться международные спортивные мероприятия, Азиада, в том числе Олимпиада и так далее. Уважаемые телезрители, на этом наша программа подходит к концу. Мы сегодня говорили о строительстве будущего крупного уникального туристического комплекса курорта Алатау Резорт. Мы с вами прощаемся. Оставайтесь на нашем канале.